Тема «Как разговорить ученика, студента», неважно, кого вы обучаете. Мы сегодня будем, вот я как вначале сказал, будем проводить параллели. Английский и крымско-татарский. Вообще изначально я готовился к английскому. Асия предложила и к английскому. Ну, я не знаю, вы смотрите такие передачи, как «Миркес»? Знаете такое? Да, я смотрела выпуск с Зейнеп Бариевой. Вот. Я последний выпуск посмотрел, там, где они полностью говорили на крымско-татарском. Не смотрели последний выпуск? Кто-нибудь смотрел? Я просто смотрел. Смотрели? Да. Да, вот я посмотрел, и в принципе это эти темы, которые идут параллельно. Вот у нас, у англичан, проблема разговорить. Как сделать так, чтобы ученик, которому вы объясняете английский, он в конечном итоге мог разговаривать. Так и в целом у народа у нас тоже проблема. Как говорить на татарском? Вроде бы учим, учителя есть, и в школах есть, и какие-то факультативы есть. Но в целом это как будто бы глобальная проблема. Так? Плюс это будет нам легко для понимания. Когда я начну объяснять, вы поймете, почему на примере крымско-татарского вам будет понятно, что переживают ваши ученики, какие этапы и что нужно. Я поэтому спросил, как у вас с татарским? Вот из 10 баллов, как ты оценишь свой татарский, Асия? Ну, бытовой крымско-татарский. А какой еще есть? Литературный. Угу. Ну давай бытовой. 5 из 10. 5 из 10. Да. Хорошо. У вас в университете есть крымско-татарский предмет? У нас был на втором или Один на семестр первом только, курсе, да. Хорошо. Вы разговаривали на татарском с преподавателем? Вы его понимали? Но мы Да, все я понимаем, но понимаю. сами заговорить не можем. Вы понимаете, но Да, говорить не да. можете. Все, понятно. У нас у всех такая проблема. Где-то я уже слышал это. Да? Ну, даже есть название этому навыку. Какой? Ну, как собака, как купик. Я промолчал. Я говорю, это я обычно про себя говорю, что у меня уровень языка такой. То есть понимаешь, но сказать не можешь. Да, да. Такой же уровень? По 10-бальной шкале. Оцени Да, себя. 6 где-то. 5-6. Да, где-то так. Хорошо. Ну да, Или мы тоже примерно. 5-6. Да. Хорошо. А в чем проблема? Да, Вот на вы самом столкнулись с татарским языком. В чем проблема? В чем проблема вам говорить на татарском? Слова знаете. Вот вы как это ощущаете? Ну, как будто бы в голову... Тофта, татар жайт? деле все, она будет молчать. Это торчает, пойдем. Не Не могу это еще? Не сказать. oldu, не еще Надмежан? У тебя же 6 из 10. Это мало. Вот теперь интересный момент. Я перешел на татарский. Расскажи, что ты почувствовала? Почему вот эта реакция? Что тебе помешало? Что случилось? Я О знаю, чем ты что начала вы думать? думаете, стеснение выглядеть или звучать как-то не так, то что ты можешь ошибиться. Ну, это не Хорошо, самое- пусть Ясмина скажет. Почему? Вот эта проблема не самая страшная, не самая ужасная. Хорошо, это может быть проблемой Ну, стеснения? Вообще может быть. Так, отлично. Давайте, я могу записать это как проблему? Ну, уже даже подчеркнуть можно ее 2 раза. Да, я согласна. Да. Потому что шейминг языковой – это самая главная проблема. Хорошо, стеснение. Ну, думаешь... Что почувствовала? Давай, говори. Когда ты хочешь что-то сказать, ты сначала думаешь об этом на том языке, на котором хочешь сказать, а на крымско-татарском уже не получается думать. Типа до тебя доходят все слова, но ты не можешь их воспроизвести сам. Как-то так. Так, еще раз. Ты хочешь что-то сказать, Да. И но... уже приходят какие-то слова, но ты не можешь их соединить. Ты типа знаешь слова, То, что но не уже... думаешь на Да, крымско-татарском. да. Так, ты на нем не думаешь. Ну, Да. половина слов, 50 на 50. Хорошо. Да, 50-50. 50-50. То есть ты на нем не думаешь. Исходя из этого, ты составляешь предложение на русском. Ну, перемешку, получается какой-то каша-малаша, да, суржик Суржик, какой-то. связного у тебя ничего нет, поэтому ты не можешь это сказать. Грамотно не могу сказать. Грамотно не можешь сказать. Наделаю кучу ошибок и тоже застесняюсь, опозорюсь. Ага. Как мы это запишем? Застесняешься. Не высовывайся, называется. Позор, да? Так запишем? Позор. Позор не в смысле того, что ты скажешь какую-то идею позорную, а позор, что ты не сможешь ее выразить. Да. То, что ты позор. Опозорюсь всех артанашек, рубашек. Хорошо, хорошо. Мерьем? Açsa bir şeyler. Я не могу. Почему?
тяжело. Что? Те же самые ситуации? Да. Первое, что главное? Вот из этого. Вообще стесняешься на татарском говорить? Не думаешь или позор сказать неправильно? Больше не думаю. И стесняюсь. Вот эти. Да. Стесняешься как человек. А на русском ты стесняешься разговаривать? Нет. Так. Нет, тут скорее Значит, это не проблема- стеснение как черта характера, это не то. Нет, Что именно? стесняешься говорить именно перед своими, перед теми, кто хорошо владеет. Ну, ступор крымским такой. татарским, Да. А, то есть условно Ну, сидят с носителями. по сути. посторонние люди, которые, на твой взгляд, знают татарский лучше тебя, Да, и ты боишься да, говорить. да, да. Наличие Потому что- наблюдателя. Да, наличие наблюдателя, то есть Наблюдатель позор. оценщик. Свидетели, Ага, все. Ну, типа, перед тем, кто не владеет крымско-татарским языком, ты на кривом каком-нибудь можешь говорить свободно. Там, со своими друзьями, кто на таком же уровне владеет, все окей. Но если ты придешь в семью, там, кто еще лучше владеет крымско-татарским языком, ты такой, ну, я лучше помолчу, Да. что расскажу. Хорошо. Все. Вы примерно себя поставили в рамки ваших учеников. Хорошо? Один пункт Да, еще да, предложить. пожалуйста. Вот мне кажется, отсутствие мотивации еще. Допустим, если бы вы сказали сегодня, что по итогу этого мероприятия каждый, кто говорил на крымско-татарском, получит новый iPhone, я думаю, что девушки бы начали стараться это сделать. Ну-ка, ответьте, если вот в конце занятия, если Я вы Pro Max. перейдете на... Я вряд ли. Вряд ли? Да. Не-не-не. iPhone не лежит 17 просто. Pro Max. Вот Нет, здесь вот нет. оранжевых 3 айфона лежало бы. Я ранее не Ладно, 150 тысяч рублей. Давайте. 150. Говорили бы, в конечном итоге перешли бы на татарский? Если бы я все время говорил бы на татарском с вами. Перешли бы, конечно. Перешли бы. А как же стеснение? Ну, Просто не было бы выбора. Ну, просто бы взаимодействие, диалог же должен быть. И раз уже Ага. перешли на один язык, то надо соответствовать, не знаю. То есть я сейчас перейду на татарском, Пробовать. будете со мной на татарском Ну, разговаривать? Будете? Без Ну, мы айфонов? попробуем, И да. без айфона, да, это типа дело вообще не в деньгах, а не айфонах. А, Ну и то больше, скорее всего, молчать будем, чем говорить, даже если так. хорошо. Мотивация пишем, да? Конечно. Мотивация. На самом деле все всегда, вопрос упирается всегда в деньги, потому что, как мне кажется, что владение языком это просто инструмент, навык, который нужно просто тупо освоить. А если мы не знаем для чего, мы это просто не делаем. Вот проблема в этом. То есть если бы, допустим, была бы проблема, что устроиться после университета на работу учителем крымско-татарского языка, и зарплата там была бы 500 тысяч рублей в месяц, то уровень мотивации бы возрос, и девчонки бы сейчас полностью говорили на крымско-татарском языке, будучи на 4-м курсе. Потому что вот дальше какой план? То есть мотивация. Согласны? В перспективе, условно, вы сейчас находитесь там, на 4-м, на 3-м курсе, вы знаете, что закончив там 5-й курс, вам обеспечена работа, высокооплачиваемая работа, но вам нужно быть профессионалами там, в татарском языке, крымско-татарском, в английском, неважно, или в турецком. Вы бы учили бы это, говорили бы на нем, если бы это стало вашим источником заработка. Наверное, да, хорошо. Но все же у нас не могут быть учителями. Все не могут работать там на телевидении и так далее, и так далее. Как остальным быть? Как разговорить — это то, что мы хотим получить. Правильно? Это определенный результат. Но есть что-то, что это мешает этому, да? Что мешает этого достичь. Слышали такое понятие, как языковой барьер? Ну, примерно в вашем понимании, что это? Своими словами, вообще, даже не думайте, что правильно, неправильно. Как вы это понимаете? Языковой барьер? Когда ты пытаешься заговорить, у тебя есть определенные, вот как раз таки вот эти вот блоки, на которые тебя стопорят. Да, то есть что-то, что мешает вам разговаривать. Хорошо. Вы когда-нибудь вводили, что такое языковой барьер, там, в Google и так далее? Само понималось. Хорошо. А если берем какой-то иностранный язык, вообще, не касаясь иностранного языка, в родном языке есть такое понятие, как языковой барьер? То есть вы когда-нибудь слышали там языковой барьер в русском языке для русскоязычного человека? Только для тех людей,
тут уже два языка. Нет, я говорю про человека, который разговаривает на одном языке, на русском. Для него есть такая терминология, такое понятие, как языковой барьер? Для другого языка. Нет, для своего родного. Поехать, наверное, будет языковой барьер. Все-таки там в Поволжье там они очень жестко разговаривают. Но мы будем говорить, что это какой-то отдельный вид этого языка. А в целом для русского языка вот вы такой терминологии не найдете. То есть нет такой терминологии языковой барьер в родном языке. То есть если человек на родном языке не говорит, то это не языковой барьер, это какие-то проблемы другие. То есть либо это какие-то психологические проблемы, либо это проблемы с знаниями, с определенными там умениями, да, то есть навыками и так далее. Но это не проблема, которая мешает ему говорить на родном языке. Итак, языковой барьер существует, когда есть проблема между двумя языками, когда человек не может из одного языка перейти в другой. Он владеет одним языком, но не может разговаривать на другом. Есть, да? Хорошо, если в родном нет такой проблемы, разберем почему. Знаете, вот такое понятие есть, как English as a first language, English as a second language. EFL, ESL. То есть есть определенные два направления. Одни изучают английский, или там, условно говоря, это как направление обучения английскому, как первому языку, как будто ты не знаешь вообще никаких других языков. И есть направление, как ты изучаешь английский, как второй язык. И они расходятся. Да будем мы последствия разбирать. Okay? У нас принято, вообще, постсоветское, это English as a second language. И вообще в мире часто этим способом идут. Но в современных реалиях уже стало модно там переходить на English as a first language. Когда я слышу такое comprehensible input, методики сейчас вот часто вот это такое модное стало, Krashen, Стивен Krashen и так далее. Не сталкивались? Ну, comprehensible input, еще что-то знакомое, а второе, что вы сказали? Второе, да, это имя человека, который этот. Воспринимание языка, слуховое воспринимание. Это просто человек говорит, нужно язык изучать не как второй, а как будто ты не знаешь вообще языка. То есть язык воспринимать с нуля из контекста. Как мы, например, делают это дети. Сейчас давайте разберем на примере одного слова. Кто-нибудь слышал такое слово teeny? Never? Teeny, not tiny. Понял. Запишу вот здесь. Вот такое слово. Teeny. О, teenager. Почему teenager в голову пришло? Потому что очень похоже, да, teen. Teenager. Ага. Почему tiny пришло в голову? Чайный, маленький. А почему? Ну, не знаю. Я думал, что просто неправильно сказали. То есть Что услышали... нашел в голове, то есть Да, услышали слово teeny, tiny, teenager. Еще что в голову приходит? ассоциативный получается ряд. Зубы, teeth. Teeth. teeth, TT. Хорошо. Еще что? Ну вот по контексту, 13, 14, 15, 16. то есть молодой что-то, вот связано с очень молодым, очень маленьким, наверное, по возрасту, да? О, отлично. Тогда я вот сейчас рисую ваш мозг, условно. Так скажем, часть мозга, окей? Большой, не как у слона. Мужской нарисовали, получается. Может быть. Итак, вот teeny. Нет, это слово teeny, окей? Что первое происходит в голове, когда вы услышали слово teeny? Ассоциация с чем? Ассоциации. Во-первых, первое, что происходит, у вас начинается знакомство с этим словом. Под знакомством что подразумевается? Это вы видите, как оно пишется, то есть вы зрительно начинаете определять, чем оно будет отличаться от других слов. Это на слух, то есть как оно звучит. Teeny. То есть первый этап, я вот так и назову, number one, знакомство.
что подразумевает слово «знакомство»? Это когда вы должны, или когда вы сможете различать его в потоке других слов. Тини, мини, вини. Окей? То есть, что будет отличать? Дальше, он у вас сразу же, вы перешли ко второму моменту. То, что сказал Делябей. Что произошло? Поиск ассоциаций. Ассоциации. То есть, вы увидели, как оно пишется, вы услышали, и в мозгу начинают формироваться что сие? Нейронные связи. Итак, вот появилось тини, начинает искать, ага, вот есть здесь слово у нас teenager. Вот он teenager у вас. Так, еще что? Ну, тайни. Tiny. Что tiny у нас такое? Маленький. Маленький, окей. Слово tiny так и запишем. Рисовать я это не знаю. Еще что у вас в голове? Зубы, чиз. Tease. Tease могу нарисовать. Так. О, Tease. круто. Ну, 2 зуба, 4 зуба, нормально. Tease. Так, второе у нас уже получается ассоциация, правильно? Второй этап. Для чего это нужно? Помните наши первые встречи, мы говорили про нейронные связи, что происходит. Для чего нужно вот это? Почему это мозг автоматически это делает? Чтобы запомнить Запоминает так слово. Он новое слово. связывает. Мы же понимаем, что что-то отдельно не может. Он с чем-то должен быть связан. Teeny, tiny, teenager, tease и так далее. Мозг ищет. То есть это второй момент ассоциации. Для чего? Для чего эти ассоциации мозг создает? Чтобы потом из этого формировать новые связи. Хорошо, конкретнее. Чтобы запомнить слово. Чтобы запомнить слово. Узнать его. Еще. Что? Узнать, что оно означает. Теперь уже так, Тини. Может быть, это Таня? Нет. Эльдар Тичер не ошибся, оказывается. Значит, это не Таня. Все. Так, мозг уже этот убрал в сторону. Это не Таня. Так, тинейджер. Может, тинейджер, Тини, может, что-то с тинейджером. Ему нужно, для чего ассоциации вот эти создаются? Для того, чтобы понять, реально, что это такое? Что такое Тини? Причем этот процесс, наверное, один раз всего проходит. Ну, Да, когда уже стадии прошли, оно уходит, пока что-то новое не возникнет. С тинейджером прошли, оно уходит, пока что-то новое не возникнет. С тиз бывает так, что эти нейроны так и останутся, а в какой-то момент вы, например, раз и тиз сотрете, потому что, тиз, оказывается, не подходит вообще к этому. Все, обрываем эти нейронные связи, это не то. Значит, вот эти ассоциации нужны для того, чтобы понять значение или смысл этого слова. для быстрого его поиска в дальнейшем, да? Да, понять, а потом использовать, да. То есть нам нужно для того, чтобы мы поняли, что это, и знали, как это, для чего оно, или по крайней мере, куда-то отложили. Хорошо. Услышали тини, ассоциации провели, я говорю, нет, не то. Какой вариант? Как вы можете узнать значение слова тини? Спросить напрямую. Спросить у меня. Да. Правильно? Спросить у чата GPT. Спросить у чата GPT. Убить переводчик. Самый легкий способ, и который вам кажется самым Доступно. достоверным или вот уверенным. Вам же нужно не просто, вы должны быть в нем уверены. Какой сам? У носителя спросить. Нет носителя. Вот в нашей Можно ситуации. поисковик вбить слово. Ну, спрашиваем у вас, Да. что оно означает. Нет меня здесь. Что вы будете делать? Все еще поисковик. Google Где? какой-нибудь. Переводчики. Переводчики? Ну да. Вы же понимаете, что, например, на русском у вас много слов. И это слово, скорее всего, тоже должно быть переводчик, и вы его поймете. Правильно? Хорошо. А это правильно обращаться к переводчику? Нам нужно по контексту узнать. Это слово, по крайней мере, должно быть где-то в контексте, чтобы мы поняли его смысл, где оно используется. Но, скорее всего, если мы посмотрим в переводчике, мы его не запомним. Мы просто посмотрим, так вот как оно переводилось. А Всё. почему? Ну, Помнишь, это... Слишком легко наш мозг получил эту информацию. О, слишком легко. Нам нужно новые нейронные связи построить. Для чего?
Запомнилось это слово? С чем оно было связано? Так, разве вопрос только в том, чтобы запомнилось? Неужели вам нелегко будет взять вот на карточке написать тени, а сзади перевод, и вы его запомните? Нет, это тоже забудется. Ну, мне Хотя кажется, работает. все-таки это зависит еще от типа человека. У многих визуальная память очень хорошо работает. Вот. Можно же запомнить? Тем более, если пока в словаре его найдешь, это слово, мне кажется, то тоже какой-то процесс происходит. Да. Ну, может быть, ты запомнишь перевод, но не запомнишь понимание, смысл слов. Не всегда. Хорошо. Мне кажется, нужно найти похожие слова, чтобы примерно в следующий раз знать примерно, где искать. О, ну, запомню эту мысль, к ней мы вернемся, окей? Так, хорошо. Откуда я это слово взял? Я вам расскажу историю. Просто листаю Инстаграм и попадается какой-то эпизод из фильма, ну, на английском. И там главная героиня ругается, видимо, с мужем, а сзади сидит, ну, рядом сидит друг мужа. И она ругается и говорит: я что, типа резкая, грубая? И он говорит: a teeny bit. О, что с вами стало? Кропаль. А как вы это поняли? Визуально. Ну, пошла ассоциация. Ну, типа по картинке видно, что происходит. Так, что я Потому что мы сделал? вот так сделали. Я описал вам картинку. Что в этой ситуации может случиться, если такой вопрос задает девушка: я что, перешла границы или так далее? Должен быть ответ либо да, либо нет. Это же мозг уловил. Теперь я вам сказал ответ: teeny bit или a teeny. И показал Жестами. жест. Ага, так, я его смогу нарисовать? То есть вы нам показали ситуацию, куда можно встроить это слово. Так, у нас сразу идет сюда. Ага, вот оно. Так, у нас еще сразу идет, допустим, вот женщина кричит. Ну, как-то оно некрасиво, ну ладно. Самый удачный, в принципе, наверное. В Так, принципе, такой образ и возникает, если честно. окей. Хорошо, пусть будет. Я еще какое слово сказал, выражение? Я не просто сказал a teeny. Teeny bit. A teeny bit, с чем оно связывается? A little bit. A little bit. У нас еще одно образовалось. Ага. A little bit. То есть, если вы знаете a little bit, то автоматически вы можете понять, что такое teeny bit. Окей. То есть, вот здесь вот у нас уже начинается формирование, нет, точнее, вот здесь у нас мы понимаем, но мы как это поняли? Контекст. Из контекста. Отлично. Мы поняли из контекста. Okay? Этого достаточно нам, чтобы мы могли использовать наше слово teeny в обычной речи. Чтобы я им пользовался вообще вот в жизни. Ну, наверное, сразу не сообразишь. Ну, Почему? Типа, оно, может быть, Ты его не где-нибудь сможешь в отложится. нужный момент. Да. Почему? Ну, В общем, Если ты- словосочетание найти проще, чем слово Да, в памяти. Да, да. Потому что это уже готовая конструкция, готовый Да. блок. И этот готовый блок, он всегда находится в контексте. Одно слово, оно может быть без контекста. А вот словосочетание или предложение в целом, оно всегда в контексте. Но, Каком-то. кстати, вот такая подобная практика была всегда на английском языке на уроках, потому что когда просто слово говорили, всегда говоришь, в каком контексте это слово упомянуть. То есть это, в принципе, очевидная штука. Да. Оно очевидное. но Это оно- серьезная реакция. Именно. Да или нет? Это значит, это у вас так было. Ну, я помню тогда. Значит, у вас хороший был преподаватель. Да, у нас так не было. Ну, даже я, вот, ну, как бы все время, когда дети спрашивают какое-то слово по-английски, я говорю, дай мне понять контекст и читаю предложение. Мгм. Хотя я не учитель английского языка, Я. как вы поняли. Good. Так, давайте вернемся. Будете использовать тени в своей речи? Вот вы сейчас узнали, что такое тени. Без переводчика узнали. Будете использовать тени? ну, может быть, пока оно еще помнится. Ну, вряд ли у нас будут такие ситуации, где придется использовать это слово. Хорошо, Ну, давайте в реальном по-другому. нашем случае. Вот ситуация, девушка кричит, он говорит, a teeny bit, использовал. Могу я слово teeny использовать с котенком? Могу сказать, a teeny kitten? Можем. Ну, А откуда? Почему, если... С чего вы взяли, что можем? Потому что тини это же маленькие, по сути, да? Подождите, Или я это вообще не говорил, я не- вообще перевод не переводил. Я не говорил ни одно слово на русском, связанное с teeny.
По контексту это немного, тини. Да. И немного я не говорил. Teeny kitten могу сказать? Наверное, нет. Судя по интонации, нет. Да, скорее всего, нет. Нет, мы не можем. Ну, пока- Не можем сказать. Пока оно у нас ассоциируется с a little bit, и в значении немного мы как мы его применим. Подождите, я вообще значение немного вообще не говорил. Я Ну, вообще да, русский вы язык не знаю. Это вы говорили, где-то... вы не говорили, но у нас уже другое сформировалось понимание этого слова. Хорошо, в ситуации, когда вам нужно будет сказать a little bit. Да. Вот человек вам спрашивает, там, хотите сахар? Вы можете сказать, вы скажете, a teeny bit, вы скажете? Нет, я скажу. Если честно, думал. А? Нет. Не скажешь? Нет, скорее всего. Нет. A teeny bit не скажете. Не, подождите, контекст. Сколько вам положить сахара? Да, и вот teeny bit. сколько вы говорите a teeny bit? Ну, я Скажете? a little bit скажу, потому что я это слово помню. А a teeny bit? Но я еще не знаю, что это за слово. Ну, Элина, Вы же не мы сказали, что это быстрее значит. вспомним, чем тини. О, вы переступили, хорошо, мы к этому тоже вернемся. Итак, просто, вот мы вот здесь вот смысл поняли, значение поняли, этого тоже недостаточно. Потому что третий этап, это когда человеку нужно понять, а в этой ситуации я могу это слово использовать или нет? А в этой ситуации? Хорошо, в общем, я понял, что tiny это что-то такое, как little. Да. Кстати, tiny теперь связано с tiny? Ну, мне кажется, да. О, а с tease? Нет. Ну, только по звучанию. Ну, tease По звучанию. по-другому. Отлично. Вот, скорее всего, мозг вот эту вот ассоциацию с tease у вас уберет, потому что оно как будто бы ему не нужно. С тинейджером есть какая-то Да, связь? тин, конечно. Да. Опять же, по звучанию. По звучанию, окей. А если сравнить там возраст 90 лет и тинейджер, Мне кажется, да. Ну, teenage, небольшой возраст. окей. Опять проблема, видите, с русским у нас сравнение идет. Да. This is the problem. Окей, к этому тоже вернемся. Итак, для того, чтобы это слово мы могли использовать, my friends, мы должны понимать, а в каких ситуациях оно вообще используется. Одного понимания значения недостаточно. Я вот вас спрашиваю, teeny cat я могу сказать или нет? A teeny bit sugar могу сказать или нет? My little brother is teeny могу сказать? На вас могу сказать teeny? My teeny brother, нельзя сказать? My teeny brother могу сказать? Шкет. Да, наверное. Итак, из-за того, что у вас нет четкого ответа «да» или «нет», Да. какой вердикт? Это то, что нет, мы не будем его использовать. Не Вы используем не будете слово. его использовать. Пока у вас нет уверенности. Да, в этой ситуации я 100% могу использовать, а в этой не могу. И когда вы попадете в эту ситуацию, вы не будете это слово использовать, потому что вы в нем, Не уверены? да, не ваша личная неуверенность как человека, а у вас нет уверенности. Вот именно в этой ситуации. Я могу тини сказать или не могу? Понимаете, вот котенок придет и ой, какой маленький котенок. Вы же знаете, маленький. Можете сказать. Ну, тут уже тайне подойдет. Окей. Значит, для того, чтобы это слово еще стало вашим, вам нужны много-много, Пример? Контекстов. да, давайте контекста много. А вот теперь давайте немножко вернемся к крымско-татарскому языку. Обращали вы внимание или нет, есть у нас люди, которые свободно разговаривают на крымско-татарском языке. Есть, конечно. Да. Есть. Очень много. Да. Почему так происходит? Они знакомы со словами? Да. Дальше что происходит? У них какие-то ассоциации формируются в голове, какие-то нейронные связи формируются. Контекст формируется? Как он формируется? Еще Да, с они детства? видят, они все это С видят. детства. Обычно как у нас Ну, происходит? они сами участники реакции контекста как бы. ситуативно. Да. Именно так. Вот у меня есть сын, 3 года. Я не разговариваю постоянно на крымско-татарском дома. Но есть слова, которые он понимает на крымско-татарском. Например, хараных. Харамлох? Хараных, да. Оно сложное, и сложное для звучания и так далее. Но чтобы он не шел на улицу, балам анда хараных барма. Один раз сказали, второй раз, третий раз. Теперь я ухожу вечером, он мне говорит, там хараных. Не иди, там хараных. То есть он уловил, что вот эта вся ситуация, он первый раз, скорее всего, не понял, что это происходит, что такое харанах. Он услышал, что в этой ситуации говорят харанах. А теперь что? Улица, отсутствие солнца, темнота, холод и так далее.
Второй раз в другой ситуации он попался, опять прозвучало слово «хараных», но там уже нет слова «улицы», или там нет слова там «солнце», что-то связано, мозг автоматически начинает убирать лишнее. И в конечном итоге приходит к пониманию, что «хараных» — это темнота. И это что-то страшное, или что-то нежелательное и так далее. Все, как только мозг в этом удостоверился, он начинает это использовать. Теперь мои дети, другие старшие, играют, скушать зовешь, он говорит: баба, подожди, сейчас у меня катка. Знаете, что такое катка? Да, в игре. Через Карта? какой-то катка, да, они называют катка. Я думал, карта. Почему Катка, именно катка. Катка, конечно. Да, через какое-то время вот этот трехлетний, его зовешь, он говорит: баба, у меня катка. Но он не играет в телефоне, он понимает, что катка это что-то он занят. Да, что-то он не может, он сейчас что-то, он связал для себя. У него сформировалось какое-то понимание. Со временем оно у него поменяется, когда он, катка, оказывается, это не то, что я думал. Да. А у вас вопрос нет? Что это за катка такая? Нет. Оно у всех так бывает. И зачастую оно всегда меняется. Не думайте, что что-то сформировалось, и оно так останется. Я вот рассказывал историю. У Меладзе была такая песенка «Скрип колеса». Я только под 40 понял, что я неправильно понимал эту песню. Я все время думал, какая скрипка и лиса? Думаю, что такое? И скрипка, ну вот это музыкальный инструмент, и лиса. И все время скрипка лиса и шум дорог. Думаю, какую тут связь? Это только под 40 я понял, это скрип, звук колеса. То есть у меня какая-то ассоциация сформировалась, я вот на ней держался и долго не мог понять, что там Меладзе поет. Эта шутка хорошо заходит 80-х, до года рождения, до 90-х. Вы не знаете эту песенку? Нет, они же не знают. Ай. Потеряно. Но это реально вынос мозга был. Для тех, кто в теме, они поймут, потому что у них сразу эта связь образуется. Меладзе, вот эта песенка, я ее услышал. А для вас это уже пустота, понимаете? Вот так и происходит. Хорошо. Возвращаемся к нашей теме, да, к контексту. Ребенок не за один раз это учит. И не за один день. Ребенок с этим сталкивается, потому что у нас жизнь проходит, она многогранная. Ты сегодня это сказал, потом в следующий раз это слово «харанах» ты будешь использовать через 2 недели, а потом через 3 месяца. И вот в течение вот этого времени только сформируется у него понимание, харанах это оказывается вот это, вот это, вот это. И когда это у него сформировалось, через много-много-много примеров жизненных из в разных ситуациях, у него появляется уверенность в этом слове. То есть теперь для мозга это слово абсолютно понятное, и этим словом он теперь может апеллировать, он может его использовать в жизни. И он спокойно будет тебе говорить «харанах». Есть такое? Да. Так. Еще раз. Мы познакомились со словом, узнали значение этого слова, увидели во многих-многих-многих примерах, как используют носители языка или те, кто владеет этим языком в различных ситуациях. Можем мы говорить? Еще практика нужна. Зачем? Ну, мне кажется, тут еще вот мышцы рта, они тоже должны как-то привыкнуть выговаривать это слово. Хорошо, вот мышцы рта привыкли. Ну, многократное повторение нужно этого слова, наверное. Для чего? Ну, чтобы уже до автоматизма дошло. Бывает же, есть связь с мозгом и с дикцией, как бы с ртом. И это должно быть взаимосвязано. Хорошо. Вот у нас здесь будет little bit, small, tiny. Итак, вы увидели, что там вот такое. В первую очередь, вы какое будете слово использовать? Которое дольше всех знаем. Little. Какое? Little? Да. Кто-то будет little, если ситуация позволит, little bit, кто-то small, кто-то tiny. Что произойдет с вот этим teeny? Потеряется на их фоне. Вы его в жизни использовать не будете. Да. Оно у вас уйдет, условно говоря, в архив куда-то. Когда вы с ним столкнетесь,
с чьей-то речи, в книге, в каком-нибудь подкасте. Тини, я же знаю. И там через какое-то время, Тини это Тини. Зачастую через вот эти вот ассоциации, потом еще что-то вспомните, и у вас будет понимание, что Тини это вот это, окей? Но это как с диалективным языком, да? То есть диалект ты понимаешь, Да, о чем да, речь да, идет, да. но это не используешь. Да. То есть я вот сейчас вот это сотру пока. Значит, этого еще недостаточно, нам нужна практика. Ну, это получается, чем больше ты видишь практического контекста, чем больше ты наблюдаешь за применением этого слова, и когда вдруг попадаешь в похожую ситуацию, тогда вспоминаешь, ой, точно, я же мог бы использовать вот это слово. Хорошо. Но чаще всего все равно слышишь, именно когда сам слышишь. Отлично. Да, именно так. Это когда как англицизмы заходят в русский язык, типа вайп, кринж, еще какие-то слова, Да. и все слышат, и все начинают использовать. Хорошо. Вы не знаете таких слов, как small, teeny, tiny, little. Сможете использовать little, teeny, tiny и что у нас там было? Small. Вот вы их не знаете. Teeny будете использовать? Если это единственное слово, которое мы знаем. Вы его будете использовать, потому что оно у вас Первое. Единственное. единственное. У вас не к чему обратиться. Так? Да, Так. мы его по-любому вспомним. Да, хотите, не хотите, у вас для того, чтобы выразить вот это, у вас только одна конструкция. Что делать в этой ситуации, когда у вас много синонимов, когда вы много слов знаете? Ну, вы, наверное, огородами не занимались? Да. Раньше, вот когда высаживали огороды, ну, условно, я вот так вот нарисую, сажали рядами. И не было капельного орошения. Как поливали? Делали такие ямочки туда. Вот здесь вот эта луночка, а рыб, да, вот так он ушел, да, вода вот так вот должна была идти. Да. Если вы воду запускаете отсюда, обычно куда вода уходит? По наименьшему сопротивлению. Да, ну, условно представим, что вот здесь. Это примерно ваше слово little. А тини вот здесь находится. Что сделать? То, что по времени нужно долго ждать. Ну, будем ждать, пока вот он наполнится, 3 часа. переполнится, потом перейдет сюда. Там на слово, допустим, small. И вода закончится. И вода закончится, и жизнь пройдет. Что делали? В Узбекистане это тоже часто делали, руками отправляли, а потом как поливали это все? Сразу Лично доступ к 4 переставляли. дать. Сразу Да, доступ к 4. Как сделать доступ к 4, когда у вас вот поток вот так вот идет? Ну, соединить, нет? Отсюда, чтобы потом пошло сюда. Нет, вот так вот оттуда сразу к 4. Оттуда напрямую. Хорошо, вот так, если поток пошел, мы запускаем, все равно где-то будет поток больше. Красавка, да. Обычно делали так. Здесь ставили заслон, здесь ставили заслон и оставляли только вот это. Так Что это в вы- конце же было уже. Когда те полились уже. Да, вот вы знаете слово little, всё вы понял. знаете слово small, но у вас еще teeny. Чтобы его использовать, вам нужно себя программировать. Так, в этой ситуации я не буду обращаться к слову teeny, а буду обращаться к слову, не буду к слову Наоборот. little, а буду обращаться к слову teeny. Перебороть, да, себя? Да, Осмысленно уже просто. осмысленно, да. Да. Пока это не станет вот для вас так вот легко, что вы потом спокойно будете это использовать слово и говорить. У нас также и в русском языке. Если вы обратите внимание, каждый говорит по-своему, потому что есть слова, которые ему близки. Да. Так? Вот кто-то будет использовать, как вы говорили, ну такая история. Что это выражение нравится. А синонимов мало просто. А Там не в синонимов этом мало. деле. Там не в этом. Это действительно сложная история. Кто-то будет другое говорить. Вот у меня есть знакомый, я вот как-то не встречу, у него всегда под одни понятия всегда разные выражения. Потому что вот сейчас ему нравится вот такое выражение. И он везде начинает вот, как ни ситуация, вот такая тема, и слово тема. Встречаешь его
2-3 месяца Тема не выгорела. уже не тема слова. Под эту же реальность он уже использует другие слова. Там, я не знаю, нет, даже не темка, там реальность. Потому что ему уже вот это нравится. Да. То есть, по факту, да, человек вот так он, в принципе, и развивается. Понимаем, да? Итак, давайте вернемся сначала к вашим ученикам. Вы хотите их разговорить. Вы хотите, чтобы они разговаривали с вами на английском. Так? Да. Ну, Чтобы- начали, да, по крайней Да, мере. чтобы он разговаривал. Давайте еще раз. Что нужно, чтобы он разговаривал? Если уберем в сторону там какие-то психологические или там физические отклонения. Вы ему слово дали? Вы ему эту конструкцию дали? Он его различает? Он знаком? Знаком? Да. Хорошо. Я ставлю галочку, если он знаком. Дальше. У него понимание этого слова или значение этого выражения появилось? Да. Вот девочка, 14 лет, хочешь ее разговорить, дала какие-то выражения, дала какую-то лексику, с грамматикой познакомила. У нее понимание есть, что это значит, что это выражение значит, как это грамматика. Хорошо, отлично. Идем дальше. Она уверена в этих словах, выражениях? Вот тут, скорее всего, Проблема нет, начинается. да. О, вот здесь начинается у нас проблема. Хорошо, этого нет. Дальше. Вот это возможно без Ну, вот этого? Да, из-за вот этого третьего, четвертого невозможно. Тоже невозможно. Все, провал. А теперь давайте вспомните вашу школьную систему. Как вы в школе учили английский? Что у вас В было? школе не учили. Нет, вас все равно знакомили со словами, с выражениями, с грамматикой, объясняли и так далее. Вы различали какие-то слова, вы различали времена, present simple, present continuous. Различали? Во втором классе, в третьем классе начинали present simple, и до 11 класса вы к нему возвращались. Да. Понимали значение? Ну, Понимаю. если честно, в школе я времена вообще не понимала. Хорошо, раз не понимала, ты могла говорить Нет. на английском? То есть, Это не если и этого нет, то тем более того тоже не будет. Ну, получается скорее наугад. Вот это дают в школе? Нет. 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 Не дают. Есть только одно понимание. То есть вам пришли и сказали, Tini, my friends, запишите в словарик. Это бла-бла-бла-бла-бла-бла. И не забудьте написать транскрипцию. Нет, транскрипция, кстати, это хорошая тема. Я никогда ее не занималась. Если ты Много. понимаешь, какие там вот эти, что они обозначают. Транскрипция рабочая тема, пока не было интернета. Если вы сейчас скажете там американцу, там, я не знаю, британцу, австралийцу, любое слово напишите транскрипцию, он вам ее не напишет. Ну да. Поэтому это хорошая тема, когда невозможно услышать, как это звучит. Поэтому, когда ты не знаешь, ты знаешь транскрипцию, знаешь, вот так оно звучит. Это было вот в советское время, давным-давно. Но в школе сейчас мы все пишем транскрипциями. Да. Имейте в виду. Да. Ну так, по накатанной. Хорошо. Теперь давай вернемся. Ты сможешь разговорить свою ученицу, если ты не дала эти выражения в разных контекстах? Если она в этом не уверена, она скажет то, что ты хочешь, но она просто повторит за тобой, как попугай, но она не овладеет Сама, этим. да, не будет использовать. Да, ты скажешь, do you like the weather? The weather is good. It is sunny. Она, да, the weather is good, it is sunny. Что такое weather? Тебе она не скажет. Ну Да, она просто использует, Да. ну, Она для услышала, вот так нужно сказать, вот, она так тебе и ответит. Чувствуете? Да, То есть есть, такое, да. если вы хотите, чтобы ваш студент, ученик, он говорил, приводите ему пример, много примеров в контексте, чтобы мозг сам понимал, и в этой ситуации я могу сказать, и в этой. Итак, teeny kitten могу сказать? Yeah, I have got a teeny kitten. Вот теперь мне скажите, про собаку могу сказать? Teeny dog. Ну, конечно. Почему? Если Ну, про кошку с кошкой же можно? Ну, раз Хотела. кошка может быть тини, Да. то есть собака. Хорошо. Тини бук, Yeah, неодушевленный. yeah. A teeny bit sugar. Хорошо? Человек вам предлагает там, я не знаю, пиццу. Можете сказать teeny bit?
Мозг уже улавливает, ага, в этой ситуации могу, почему и в этой не могу? Understand? То есть вот так оно и происходит. Чем больше контекста, это не значит, что вы все будете знать. Но когда получается ситуация такая, что вот вам устойчиво предлагает, и вы знаете, что вы это именно в этой ситуации я спокойно могу использовать teeny или teeny bit, потому что я с этим сталкивался, я слышала, вот так сказал тот человек, или вон там сказала, или учительница этот пример приводила и так далее. Он, конечно, это будет использовать. Но этого тоже недостаточно, он же теперь должен это говорить. Если я это слово не использую, то я использую что-то другое. Да. Это хорошо, когда у меня другого нет, тогда, конечно, я к этому обращусь. А когда есть у меня другие варианты, почему я к этому буду обращаться? Всегда идет человек по наименьшему сопротивлению. Ну, мозг так устроен, нужно экономить энергию, силы, поэтому то, что легче, То он выбирает. да, то он и выберет. Так ведь? Да. Где-то лет в восьмом году, это сколько уже прошло? 12? Много. Ну, короче, в общем, 15 лет назад я здоровался с учениками в классе и спрашиваю, how are you? Вот на уроке ребята классно все отвечают. Теперь думаю, так, ну, что я преподаватель английского, буду с ними в коридоре разговаривать на английском. Ученик, с которым я вот на первом уроке поздоровался, how are you, он мне ответил, как нужно. Теперь, как угодно, там, fine, thank you, там, как угодно, да, неважно. Теперь я его встречаю в коридоре, и он говорит, Кирилл, how are you? Он на него смотрит и понять не может, что учитель хочет. Да. Разве он не знает выражение how are you? Это не он отвечал просто в классе. Там уже толпой отвечали. Может быть, но это было с отличниками, которые кричали, и голоса слышали. Разве он не знает, что такое how are you? Просто Он знает. не разговаривает. А он привык, что в классе это нормально говорить там fine things или там fine things and you. Теперь он попадает в другую ситуацию. В другой ситуации я у него спрашиваю how are you? А мозг не уверен, а в этой ситуации я что ему должен ответить? Так же, как и в классе? Я так и ничего не сталкивался. То есть у него ступор вот на этом этапе оказался. И рядом стоят тоже, и тоже ничего не могут сказать. И я им просто сказал, fine, thanks and you. Засмеялись. День, и вот все ученики спокойно потом отвечали. Потому что они увидели, что в этой ситуации учитель спросил вне класса, тот не смог ответить, а потом учитель помог, что вот так отвечать. Ага, мозг уловил, что и в классе можно отвечать, Да, и так. и вне класса можно отвечать. Все, и ребята начали разговаривать. Вот он, третий этап, который очень важен. Ну и практика, она в любом случае, это то, что нужно. К татарскому вернемся. Мы же про татарский забыли. Да. Что у нас происходит? Вот в нашей среде крымско-татарской. Я не знаю, следите вы, не следите за этим. Это проблема разговаривать на крымско-татарском языке. Об этом говорят, это обсуждается. Что предлагается? Какие решения? Что говорят? Дома разговаривают. Сразу к практике переходим. Татарджалов этмек керек. Да. Так, сразу ты должен вот здесь вот это быть. Хорошо. Но нам сказали то, что это не выход, когда в университете мы на эту тему разговаривали. Ага. Даже если дома все будут разговаривать на крымско-татарском, это все равно не поможет. Потому что нужно, чтобы все вокруг, как бы, ну, в школах, в университетах, все было на крымско-татарском. Сейчас мы к этому тоже вернемся. Ладно, наперед, чтобы я не забыл мысль. Ты можешь на английском разговаривать? Да. Ну, могу. Можешь? А вот сейчас мы выйдем там в пиццеторию, зайдем, там люди будут разговаривать на английском? Нет. Ну так ты же можешь разговаривать? То есть, Это у нее еще дома и не было языка. ты еще дома тебя не учили? Блин, ты крутая. Так можно, оказывается? Конечно, можно. Ну, можно, да, конечно, но... Но дом — это море ассоциаций, то есть ты живешь в ассоциации, то есть это самый железобетонный навык домашний общение. В смысле том, что мы потеряем язык или не потеряем? Если мы дома будем разговаривать, ну точнее мы овладеем и все не будут об этом знать, сохранится язык. Вопрос, дома мы будем разговаривать или не будем? Мы сможем научиться самостоятельно или не сможем?
Итак, нам что говорят? Татарджалаф etmek керек. Тырышмақ керек. Тырышыңыз, евде татарджалаф етіңіз. Так говорят? Да. Улян, сен кімсің? Да. Тоже говорят. Тель гаиб, милет гаиб. Да, тель гаиб, милет гаиб. Итак, хорошо. Мое поколение, мы жили с бабушками и с дедушками, которые разговаривали на крымско-татарском языке. Не из-за того, что они целенаправленно стремились сохранить этот язык, потому что они на русском не могли нормально разговаривать. Их инструмент для общения это был крымско-татарский. И они естественным образом разговаривали, нам берсечи, шорба шайджан керманда, анда барма. То есть они вот так разговаривали. Как мы? Они нас не учили. Шорба, бушорба, шорба. Ну, такая Нет. царелла. Да. Они просто шорба приготовили, шорба шайджан. Да. Смотришь первый раз, что такое шорба? Косушка или это, или ложка, или... Но со временем понимаешь, шорба, что это вот это? Шамара шаджак. Шамара шайджан. Я недавно смотрел, искал этимологию. Хаяр туршуса. Вот хаяр туршуса. Что такое хаяр? Ясмин, знаешь, что такое хаяр туршуса? Да, такое очень популярное выражение. Вот если я тебе скажу хаяр туршуса, ты поймешь? Да. Конец сделки. Да. Теперь, что значит хаяр туршуса? Как я это понял? Когда ты что-то просишь, а тебе говорят хаяр туршуса, я раз И с понимаешь. такой интонацией. еще. Да, ты думаешь, какой турши, почему тут турши? Ты ушел, не понимая. Вторая ситуация, опять что-то там тебе нужно или что-то происходит, и опять говорят хаяр туршуса. В конце уже они даже не турши, просто хаяр говорят, и ты уже понимаешь, это не хаяр, который тебе салатик нужно наложить, а хаяр это Всё, не бару, на, получится. все. Это, скорее всего, Худалар приехали как-то, и там только из еды был хаяр. Человек, мы, например, понимали язык из-за того, что мы общались с старшим поколением, которое не знало другого языка. И для них это было естественно. Они разговаривали, нужно было существовать, и мы понимали это из контекста. То есть с чем мы столкнулись в родном языке? Мое поколение и даже старшее поколение, мы знакомились с словами, у нас формировались ассоциации, и у нас было вот это. Да. Это, наверное, самое важное даже. У нас было вот это. Мы понимали из множества примеров значение этого слова, выражения. Более того, когда тебе нужно было у биташки что-то попросить или у харбашки, он на русском не понимает, ты что делал? Включился. Как-то выкручивался. Да. Ты начинал практиковать. Поэтому сегодня у нас есть люди, которые хорошо владеют крымско-татарским языком, и это для них было легко и естественно, потому что они находились в этой среде. Они общались с теми людьми старшего поколения, которые на русском не разговаривали, для которых общение было только на крымско-татарском, и они это все, весь этап проходили. Поэтому сегодня они спокойно, легко разговаривают. Чувствуете, да? Теперь возьмем поколение моих детей. У меня есть альтернатива к крымско-татарскому языку? Конечно. Да. Какая? Английский. Английский. Английский, русский, турецкий, условно говоря. Почему я буду с ними разговаривать на русском? Потому что все окружение, улица, вся. Потому что школа, этот язык всё понадобится в русском. школе. Понадобится в школе. Легко. Да. Легко. Потому что я им владею лучше всего. Татарским я так не владею. Ну, он постоянный. Он на постоянно. первом месте по использованию. Конечно, конечно. Он живет в этой среде. Он уже понимает. Мне, чтобы ребенка научить крымско-татарскому языку, мне нужно прилагать усилия. Да. Я смогу это сделать? Но если бы вы в Стамбуле старая. жили сейчас, вы бы на турецкий налегали бы. Да, тоже вариант. Хорошо. Я хочу разговаривать с ними на татарском. Я хочу, чтобы мои дети знали крымско-татарский язык. Знакомиться со словами, элементарными выражениями я их могу? Ну да. Какие-то значения, какие-то элементарных выражений могу? Хорошо. А вот здесь вот я могу? Если у меня вот этого нет. Я сам плохо разговариваю. Я знаю только отдельные слова, выражения, которые я могу дать. Я смогу в контексте с ними в различных примерах разговаривать? Нет. А что делать?
Самому сначала, наверное. Практику получить. Хорошо, я вот хочу это сделать. Я хочу это сделать. Я в школе учил татарский. Вот этого у меня не было. Современные методики там, преподавания в вузах, в школах, этого тоже нет. Вы в университетах, в школах не научитесь контексту. Контекст понимают только те, кто сталкивается с ним. Если вы, конечно, с преподавателем в обычной жизни, помимо университетских пар или там учителем в школе, разговариваете на татарском, там он говорит, Мерьем там, ну, кетерсечи, оно бабан не апа, вот так вот. Если вот разговариваете или не апа, тогда еще может быть. А в целом такого же нет. Ну да. И когда я сталкиваюсь с этой трудностью, что я не могу ребенку что-то... Куда я скатываюсь? Английский вниз. На русский. На русский язык. Телефон даете. Да? Что делать? Обращаться к Добавлять Битасу Баба. контекста. Найти О. женщину, которая знает У язык. нас были Битахар Баба, которые разговаривали. Сейчас Битахар Баба, у них тоже есть альтернатива, у них есть русский язык. Ну да. Поколение моих родителей, они хорошо владеют русским языком. Все, что ли? Все? Все, сдулись. Идеи Ишхартоп. Ишхартоп? Да. Как быть в этой ситуации? Тырышмак. пытаться. Опять мы скатились в тырышмахе. А я хочу тырышмага, но у меня вот этого... Контекста нету. Да, Что я делать? хочу тырышмага, а у меня этого нет. А как вот эти легенды про спящий язык? Мы еще до них не дошли или не будем касаться? Ну, и не планировал касаться. Это тема отдельного видео. Да. Хорошо, из всего, что мы имеем, вот самые рабочие схемы, я целенаправленно своего ребенка русскому языку не учил. То есть я ему приходил, машинка, стол, он это приобретал в ходе жизни своей. Хорошо. А телевизор он смотрит. Все его, наверное, по полям, синий Да. трактор. Все Видно, через да. это прошли. Ну, мы такое не смотрели. Многодетных несколько раз. Кстати, Да. да, мы не смотрели такое. Вы не смотрели, а Барбоскины. сейчас молодежь, она Смотрели смотрит. диски на крымско-татарском, мультики. О, Гусь о. ДВР. Получается, там у вот это нас всё. еще те, кто, если наши родители хорошо разговаривали, мы еще до садика тоже могли что-то говорить. Да. И свободно Может быть, говорили. может Но быть. потом, когда Да, мы это идем в школа. садик, в школу, нас переучивают уже. Ну вот, мы переучены, по сути. Ну, он просто Наше отмирает язык. поколение, когда мы в школу только пришли, мы не понимали, наоборот, русский. Да. И учителя жаловались, то, что, ну, как, не жаловались, а говорили, то, что вот ребенок ничего не понимает. И Попробуйте. поэтому родители нас пытались, наоборот, на русский Да, переучить. это И вот так мы уже... забыли крымско-татарский. Вот так. А наши младшие уже, которые после нас идут, там мои братья, А вы сестры. какого года? Вы не 75-го? Просто что-то... У меня брат обычно так говорил, что он узбекский в совершенстве знал, а потом что-то случилось, и все. Мы Все поколения 2005-го. через это проходят. Так. То есть теоретически вот над чем нужно сидеть сегодня думать. Не над тем, чтобы побуждать говорить, а разрабатывать механизмы. Вот если сегодня вы возьмете крымско-татарский садик и крымско-татарскую школу, какой из этих инструментарий более эффективный? Садик. Почему? Там постоянно говорят. Да. Ну, у них есть контекст, у них постоянно У контекст. них есть контекст. В школу вы приходите, учитель рассказывает вам математику, историю и так далее. Вы не взаимодействуете, как бы вы взаимодействовали в доме в бытовых условиях. Да. А садик? Да, там Там бытовые Там много условия. чего делают, разные занятия. А там они Да. играют, Да. спят, там, не знаю, в Едят. туалет ходят, и то есть все то, что мы переживаем в обычной жизни. Еще и Да. И если это на проблемы большие. крымско-татарском, ребенок оттуда это усваивает и берет. Да. Вариант? Вариант. Вариант. Зачем тогда мы обращаем внимание на школу, когда нужно обращать внимание на садики крымско-татарские? Хорошо. Но мы живем в век интернета, смотрим мультики и так далее, и так далее, и так далее. Так ведь? Ну, дети смотрят мультики. И если вы анализировали эти мультики для самых маленьких детей, там, год, два, три,
Там нет что-то такого глобального. Там просто такой машинка. Да. Привет, машинка. Машинка зеленая. И ребенок... А? Аж плохо Второй становится. говорит, неплохо. Вас Да. это все ждет, не переживайте. Да-да-да, вот так оно происходит. А сколько машинок? 1, 2, 3. И вот это все происходит в этом Вам можно видео. озвучивать. Да. Ребенок так и учится. Он начинает смотреть, ага, машинка. А тут раз машинка пропала, появился там, я не знаю, утка. Он теперь, ага, это уже не машинка, что-то другое. Да, это можно использовать? Можно использовать. То есть здесь это те инструментарии, которые дают человеку понимать из контекста. Да. Если мы, помните, в самом начале занятия, тренинга я вам говорил, есть EFL и ESL. English as a first language и English as a second language. Вот если вы будете смотреть на English as a second language, там начинается сразу вау, со всего каких-то глобальных. English as a first language, там начинается с элементарного. Ну да. Там не учат миллиард слов. Там, если учат одно какое-то выражение или слово, но его учат разных контекстов и много, чтобы у человека просто сложилось понимание. Когда ему нужно будет, он это будет использовать. Для взрослых рекомендуют EFL Learning. Книжки для детей. Как ребенок это проходит. Именно книжки для детей. А вам сейчас дадут какой-нибудь там, возьмите там, ну вы уже студенты там 3-го курса, возьмите книгу там Дракула Upper Intermediate или Intermediate. Да. Мы так и проходим. Вот. Upper intermediate. Да, нам Понимаете? теперь вообще говорят на оригинале только читать, там даже Да. нельзя как бы advanced. Правда, там ничего не понятно было. О, Да, там вообще ничего не Всё. понятно, никаких слов. то есть если вам вот эта вот книга читается тогда, когда 90% вы понимаете. Чтобы остальные 10 уже мозг примерно сам мог догадываться, что это такое и как оно. Поэтому вот эти лозунги «Тырышмах керек», «Лафитмек керек» — это то, что по факту убивает мотивацию. Вот я хочу, я не знаю. У меня нет той среды, в которой бы ребенок рос и естественным образом вот это все воспринимал. А мне говорят, «Лафитмек керек, я кумтатасана, тырышмах керексен». Что я чувствую, когда такое происходит? Стыд, позор. Стыд, позор, Может быть, даже, свою ущербность, может быть, даже Да. в какой-то степени злость, потому что Злость. сейчас нету тех условий. как бы. условий нет. И главное, что здесь же подмена понятий. То есть старики разговаривали, потому что они по-другому не могли, Да, а да. мы Да. должны напрячься все, понимаете? Да. Что за А почему несправедливость? мы должны Да, если бы они были бы как бы, в нашей ситуации, они бы тоже То есть переживали. они это текущая вода, а мы уже как бы стальной меч, да, получается? Да, у нас вот здесь, как здесь, мы должны заслон ставить перед русским, Да. чтобы переходить на татарский. Но чтобы это было, у тебя определенные условия должны быть. А у них был капельный полив. А у них сразу, у них вот здесь оно было, у них сразу естественным образом это текло куда нужно. То есть вот над чем нужно думать. А теперь давайте вернемся к вашим ученикам. Вы пытаетесь их разговорить, вы дали им, познакомили с словами, с конструкциями, с выражениями, вы дали им значение, а вот этого у них нет, и вы их пытаетесь разговорить, что с ними происходит? Ступор. Ступор. Через какой-то момент, что будет с учеником, когда он не сможет говорить? Он не захочет ходить к вам. Он к вам не захочет ходить, потому что вы от него требуете того, что он не может вам дать. Хорошо, пойдем дальше. Он много контекста понял. Вы сможете его на практику вывести? Куда? Нет, не знаю. Нет. Почему? Можно же вывести, если он контекст понимает. А куда? С кем он должен Ну, разговаривать? практиковать с учителем. Хорошо. Практика с учителем как должна быть выстроена? В формате ситуаций и диалогов различных. Это вот оно как выглядит технически.
Ну это вот как в коридоре встретились и разговариваете в этом? В том-то и дело, что практику нужно выстраивать так, чтобы был упор не на язык, правильно ты говоришь, а нужно разбирать какую-то ситуацию, и чтобы ее разобрать, тебе просто нужен этот язык. Это очень тонкий момент, потому что зачастую, когда изучается вот это вот все, просто разбирается, как заказать вот это, вот это, вот это. Да. И человек знает, сейчас я должен сказать вот это выражение. Потому что не из-за того, что ситуация требует, а из-за того, что наша, условно говоря, вот эта вот театральная постановка требует, что вот мы должны сейчас вот это отработать. Но как только язык становится инструментом, а главное это донести мысль, то тогда человек начинает естественным образом разговаривать. То есть если вы выведете своего ученика на какую-то дискуссию, где ему будет важно отстоять свою позицию, или где он будет воспринимать это не как инструмент, который он должен сказать, а как вот реально в этой ситуации, что мне сказать, вот тогда это будет считаться практикой. Тяжело. Да, очень. Это, смотрите, это сейчас фундаментальные знания. То есть то, что, например, вам нужно, это уже дальше идут там какие-то способы, как вот здесь это делать, как знакомить человека с новым выражением. Как его познакомить? В тексте, возможно. Сами можете сказать, в тексте его выделить, еще что-то. Как значение ему передать? В контексте тоже. О, это все можно делать одновременно. Вы же одновременно это можете сделать. Ну да. Понимаете? То есть это уже вопрос, как вы будете жонглировать. Найти отдельный инструментарий, как миллион контекстов сделать, это сейчас легко. Просто берете и вводите, там, я не знаю, в какой-нибудь чат GPT или там DeepSeek, приведи мне там 100 предложений с вот этим значением слова. Или есть, например, Youglish есть такой сервис. Просто в Youglish вводите выражение, и он приводит вам миллион примеров из различных ситуаций. Вот именно YouTube видео. Ну, если покопаться, можно по каждой найти. Но самое оптимальное, когда все это происходит естественным образом. То есть тот человек, который попадает в среду языковую, и он вынужден в этой среде находиться и общаться, и доносить свои мысли, обмениваться идеями, он это будет проходить естественным образом. Тот, кто попал в среду, но при этом закрылся, часто таких ситуаций очень много, уехали за границу, но живут в своей среде с русскоязычными и, по сути, контактируют с носителями языка только там, чтобы в магазине что-то купить, Да. то естественным образом вы ничего не получите. Ну да, есть такое. Так что вот ситуация такова. Чтобы вам было понятно, как разговорить ученика, сначала поймите, в чем проблема у этого ученика, почему он естественным образом не может говорить. Прежде чем от него требовать, дайте ему. Прежде чем от меня требовать говорить на какую-то тематику, убедитесь, что я могу это сделать. Прежде чем требовать от меня говорить на крымско-татарском, дайте мне эти возможности, чтобы это я мог сделать. В общем, вот я сейчас приведу пример игровой практики. Конечно. Вот когда мы учились, и украинский язык только появился, вот как изучение, да, ну, лично у меня было все очень плохо. Первый диктант, там больше 50 ошибок было, потому что, нет языка, да. И вот у нас была учительница Татьяна Васильевна, она буквально за полгода сделала так, что все начали писать грамотно и говорить. И у нее была частая языковая практика, игровая практика, что, допустим, она говорила, давайте напишем рецепты блюд разных, кто что любит, на украинском языке. И сделала так, чтобы мы как будто бы соревновались между собой. То есть, кто интереснее напишет, кто интереснее расскажет. И у нас даже двоечники тянули руки. Это на моих глазах чудо происходило. И вот на этом багаже, 8-9 класс, и я потом двигался 9, 10 и 11 и с отличием написал. То есть, который получил багаж рано. Вот давайте вот эту ситуацию сейчас проанализируем. Что было в этом... Мотивация, вот это, то, что между Конкуренция учениками, была. конкуренция. Первое, мотивация, хорошо.
Мы знакомились с новыми словами, вы знакомились с новыми словами, выражениями. Ну, что-то было, конечно, какое-то знакомство было. То есть, например, один ученик какой-то рецепт, Да. появляется слово, которое вы не знаете, Да, а потом да. понимаете из контекста, я же это блюдо знаю, ага, там вот это слово будет вот так вот. Да, Цибуля это вот это. да. Хорошо. Сформировалось значение, Мгм. правильно? Теперь в разных контекстах вы же слышите. Мгм. Кроме украинского на уроке, у нас еще были телеканалы, где вы там что-то смотрели. Не, это мультики, понятно, То есть это понятно. в любом случае какое-то слово здесь соприкасалось с тем словом, какое-то формировалось. Но самое интересное, что здесь было в практике? Язык в этой ситуации не был целью, язык был в этой ситуации чем? Советство же это было. Инструментом, как оно и должно быть. И как только язык стал инструментом, практика становится естественной, то, что вам нужно. Часто, ну вы точно заметите, когда вам нужно сказать там на уроке что-то, и предполагается, что нужно что-то сказать на английском, это одна ситуация. А когда вы ходите в обычную жизнь и просто на английском заговорить, вы как будто неловко себя чувствуете, как будто я не туда попала. Вот просто сейчас выйти и между собой начать разговаривать на, вот вы же факультет английского, между собой просто идти по дороге разговаривать на английском языке. Что для вас станет? Вот просто скажите, как вы будете себя чувствовать? Мы так в школе делали. Ну, это было Там надолго не ненадолго, хватало, да. да. Во-первых, это для вас дискомфорт, Да. потому что вы к этому не привыкли. Странно чувство. А раз странно, то Кринж. финиш. Да, а раз странно, то все, что вы делали, оно, все, во что вы уверены, оно тоже кажется как будто бы кринж. Да. Да. Хотя моя Аннушка говорила, она тоже на филологии училась, что когда они с подружками ехали в автобусах или о чем-то говорили, что не хотели бы, чтобы кто-то услышал, говорили на турецком. Она на турецком училась. Ну на крымско-татарском Да, сейчас но то, что они делают. похожи. Да, если не хочешь, чтобы ты услышал. Да. Но для чего это? Потому что есть какая-то мотивация. То есть это становится естественным. Вот так переходи на какой-то язык, потому что тебе это сейчас нужно. Ну да. А когда вот этого нет, переходи, потому что тебе нужно, То вы нет начинаете смысла. самообманом заниматься. Я перейду, потому что надо перейти. Это вот из того разряда, когда язык учат, потому что есть потребность в обществе. В принципе, заканчиваю. Если у вас есть вопросы, можете задать. Ну, в целом вроде нет. Да, вроде нет вопросов. Все детально. Смотри, это только база, потому что по отдельному каждому пункту мы можем прорабатывать. Можно продумать все способы, как здесь сделать правильно, выстроить процесс, как здесь правильно выстроить процесс, как здесь. А как сделать так, чтобы это все вообще одновременно было. У нас вот в моей практике был простой пример, когда одноклассница в 6 классе дело было. Она поехала на 2 недели в лагерь языковой, английский язык, и там вообще никто не говорил по-русски. Она была одна с Украины. Она приехала через 2 недели, она просто говорила на английском языке, хотя она плохо реально знала язык. 2 недели, вопрос решен. Да. Ну, она, конечно, не идеально 100%. Не, говорила ну, за она 2 говорила недели. легко. Она В говорила чем она легко была в недоступна. том, что, да, в чем она была уверена, в выражении и То так есть далее, она так далее. была контекст. Да. Современных, вот, слышали такой французский регион есть такой? Ну, конечно. Вот там такие же условия. Приезжает иностранец, он сразу попадает в среду, где ему запрещено говорить на другом языке, кроме французского. К нему представляют еще одного человека, условно, который ему будет помогать. Друг там. Да. И вот они находятся 8 месяцев в тех условиях, в которых проживают, где нужно было все время нужно говорить на французском. Все. Тебе нужно поесть. Смотришь, как люди говорят там хлеб на французском, и ты говоришь хлеб. В Турции же тоже языковой год такой же. Томер тоже есть. То Но, сильнейшее тоже там да. дают язык. то есть это в любом случае ты должен попасть в ситуацию, когда для тебя язык это не цель. Выживание. Язык это инструмент, без Да. которого ты не выживешь. Вот к языку нужно так и относиться. И с татарским точно так же. Наше старшее поколение к нему относилось как к инструменту, потому что без него они не могли. Сегодня нужно это точно так же это возобновить, да, такой образ, что это инструмент, без которого мы это не тоже можем. сложновато, потому что, как ты придешь к хартнашке, скажешь, все, хартна, говори со мной только на татарском, больше никакой языка не буду слушать. И вы заговорите, что ли? Очень вряд ли. Нет, дело же не в этом только.
Ну, это ты же можешь будет сама контекст, начать естественно. говорить. Тут это, Сама это начать говорить. комплексные мероприятия. Это когда нужно формировать в среде крымских татар идею о важности языка. Причем ее обоснованно, не просто лафет миккерек, а вот как-то вот, да, каким-то образом, да, и это должно быть не в отрицательном плане, без шейминга, да, что ты не умеешь разговаривать, а в каком-то положительном контексте. Вообще классно работает, когда ты сам начинаешь спрашивать, и человек подхватывает автоматически эту инициативу и тоже начинает, понятное дело, что не на каком-то нереальном уровне, но все равно отвечать. Это вот со старшими работает так. К тебе старший обращается, ты же ему начинаешь отвечать. Со старшими, когда старший начинает с тобой разговаривать, естественным образом переходит на татарский. Но когда ровесник с вами начинает разговаривать на крымско-татарском языке, для мозга становится, а чего он со мной на татарском разговаривает? Он же прекрасно знает русский. Я ему буду отвечать на русском. Да, я так делал в свое время. Я У меня одноклассник принципиально разговаривал на татарском, но из-за того, что это было навязчиво, из-за того, что это вот просто вот продавливалось, да. Показать Я демонстративно. знаю, что ты же сможешь со мной разговаривать на русском. Ты же сейчас целенаправленно меня ставишь в такие рамки, когда я должен с тобой на татарском разговаривать. По факту я должен что делать? Я должен уходить от своих принципов, от своего «я» и подстраиваться под твое. И все, начинается внутренний протест. А я не буду с тобой разговаривать на таком татарском. Ну, именно это происходит и с детьми, когда ты пытаешься с ними заговорить. Ну, в семье. Да, если ты будешь от них требовать. Ну, да. Если ты, естественно, разговариваешь, то он это понимает, что это не требование. Он просто говорит, там, принеси вот это, сделай вот Но это. чаще всего сдаются старшие, и начинают они говорить на русском, чем наоборот. происходит. Конечно, это же сложно, постоянно это делать. Одно дело, когда ты по-другому не можешь, и ты вынужден на татарском разговаривать. Другое дело, когда ты можешь это сделать легче. Это как вот аналогия с телефонами. Все знают, телефон это плохо, все знают, но с телефонами легко. Тебе надо хамар басмага, там манты приготовить, а ребенок сидит, и мультик посмотри. Ой, да, это плохо, ну сейчас я не могу, мне сейчас вот надо кушать приготовить. И таких вот ситуаций много. Все За печально. живой. Они не в контексте, не в контексте. Да. Но другие ситуации, когда вам просто легче что-то сделать вот такое, которое у вас как бы не забирает ни сил, ни энергии, но решает на данный момент, в моменте вашу проблему. Вот так и с татарским. А у нас зерна есть какие-то, да? Вот как же говорят, в случае апокалипсиса есть какое-то зернохранилище, где есть все сорта плодовых там. У нас есть там такие люди, которые на всякий случай язык знают нормально, правильно? Я не знаю. Наверное, нет. На всякий случай. Ну, которые смогут это клубок размотать обратно, то есть научить других людей. Но у нас ситуация такая, что язык сам по себе не востребован. Да, это я понимаю. Все. Значит, естественный путь вот такой, у нас просто автоматически не получится его пройти. Как, например, было с нашими бабушками и дедушками. Значит, нужно что-то предпринимать и какие-то... Вот еще важный момент. Да. У нас языковым шеймингом, вот таким пристыжением занимаются люди, которые или зарабатывают на языке, или они вытащили его из семьи. То есть они не приложили усилий никаких. Да. И в основном это они больше всего этим занимаются. Вот я это замечал. Кстати, да. Это отрицательный момент. Ну, Я вот он привожу вам есть. пример с моим сыном, не знаю, говорил или нет. Приходит, Харбабашком сходил, приходит и злой. 10 лет ребенку, злой, больше не пойду, еще что-то. Я говорю, что случилось, мам? Бабашке друг пришел какой-то Харбабай и начал, он говорит, татарджа лафет, туда-сюда, и сен анамайсан, туда. Мен ярын кележем, там, кени лафет иджем, он говорит, все, я больше ничего не там, а там жена передала там что-то там, чеберек, моберек, я больше не понесу. Все. Человека что теперь, ребенок? Он не пойдет туда. Да. Он не будет с ним разговаривать. Потому что сама подача, она изначально неправильная. Ты не можешь... Негативно. Через это унижение ты не можешь научить. Конечно, конечно. Даже ребенок это понимает. То есть есть какие-то вот вещи, которые касаются... Но это личности говорит о человека. чем? Вот взрослый, вот дедушка, да, ему там 75-80 лет, условно говоря. Вот о чем он думает, говоря вот эти слова?
Ну, Мне дедушки... тоже Он же сам не приложил усилия, чтобы языком овладеть. Это естественно было. Он не всё. приложил, это естественно. Я же по-английски не спрашиваю Да. у него ничего. Но момент, он-то тоже не знает, что это неправильно. Так он должен знать, он наверное, мудрый думает, человек. что это Он легко. жизнь Как прожил для него, человек. так и для других. Он думает, что для меня это легко и для других легко. Да. И никто об этом не говорит. Подождите, там, ага, бита, харбаба, улен япманас. Мына блен япманас. Не можешь навлекать. Вот это делайте. Мы же об этом не говорим. Тем более, наоборот, у нас говорится, лафитнес, тырышинес, вот харбабавы, лафитмекер, тырышмакер. Все, мне мунаблин лафитеджем, мунаблин тырышаджам. У нас ситуация другая. Это примерно из тоже вот, я по студенчеству проходил практику. Вот мы сидим на практике, 4 класс, учительница там, вот проходит что-то, и вот ребенок что-то не так сделал. И учительница говорит, там, и начинается freak of nature и так далее. Ну, знаешь, что такое freak of nature? Ну, унижение. Короче, это унижение. Это при том, что мы сидим, студенты, которые вообще чужие люди. Я сижу и вот за этой ситуацией, говорю, вот этот ребенок будет учить английский? Нет. Ну, одно Он слово его он будет возненавидит. знать. Какое-то слово будет, да, но в целом он не будет учить. Он Я в его школе не учил возненавидит, предметы, учительница. когда мне не нравился учитель. Да, я тоже. Да. Принципиально. Просто из-за того, что у меня ассоциация этого предмета с этим учителем. Все. Да. С именами И я такая готов же. был и на двойку, да пусть двойка будет, пусть будет. Но Это эти чё, моменты нужно обговаривать, эти моменты должны транслироваться в общество. То есть сложных ситуаций, для сложных ситуаций не может быть простого решения. Так и с английским. Если вы скажете, что в английском вот такого, вот, как мы сейчас объясним, нет такого. Когда готовился к вот этому тренингу, я вот чисто в Ютубе вбил, как разговорить ученика или как разговорить. Все касается так. Он стесняется. Сделайте так, чтобы ему было интересно и так далее, и так далее. И все вот в этой среде. Хорошо, я буду делать интересно, но он не сможет, потому что он просто не может. Ты ему не дал то, что нужно. Ну вот, кстати, насчет катки, возвращаясь к этим каткам, да, смотря стримеров, русскоязычных парней, там 16-18 лет, они очень хорошо говорят на английском языке. Потому что Да. Они Среда. общаются, да, вроде? Среда. Причем хорошо говорят, свободно, Да, чисто. да, да. Вот, пожалуйста. Я не думаю, что он в школе был отличником, он там на пятерке сдавал все язык. Просто произошел контекст, момент, где ему нужно как-то коммуницировать, чтобы расти. И вот он язык прилип Да, сразу. Да, да, да. Ну да. Да, у них поэтому такие слова. У меня сегодня такая ачивка. Выпала ачивка. Да. Achievement, да, ачивка. Да. О, Ачивка — это награда. ну да. Всё. Я не переводил же еще ни разу. Я просто сказал achievement. Это я, кстати, от сына узнал. Я говорю, что такое ачивка? Он говорит, Да, награда. ачивка, баба». ачивка выпала. Он такой, импакт, это такой импакт. Все, он взял Я оттуда такой лайк. имба. Я И такой пошло. лайк. Да. Люди берут это оттуда. Да. Ну, дети берут, естественно. Так что, чтобы вам было понятно, проблема, она не на поверхности. Работать нужно с вот этим всем. Где-то, если человек не может и не хочет говорить, где-то вот в этом есть пробел. Если будете дальше углубляться там, в методике, есть некоторые преподаватели говорят, есть период молчания. Не требуйте от учеников говорения, не требуйте. Сразу, да. Да. Но не объясняется почему. А по факту, почему ты не требуешь? Потому что есть период, когда ученик, он к вот этому должен прийти. Привыкнуть, да. То есть он увидел слово, значение, потом в разных контекстах во время твоих занятий он сталкивается с этими контекстами, у него появляется знакомство, ассоциации, смысл, он в разных контекстах это понимает. И когда это все будет, он плавно перейдет к практике. Но зачастую вот это опускается, и сразу требуется вот это. А в этом уже проблема. Поэтому мы как бы знаем, но говорить уже не можем. Это как на бумаге вы тесты сможете решить, а в жизни сказать не сможете. Это как вот прикол же есть, этот Лондон is the capital of Да, Great Britain. да. Там городок такая же была, Да, гимнастическая. да. Кроссворд разгадывал, и ему пригодилась эта фраза. Да, именно так. А недавно фильм смотрел, корейский или китайский, там, в общем, миллионер, у него сын,
Я вот название не помню, ну, можете погуглить, посмотреть. Сын... У них и он- там почти все такие корейские. Это Миллионер корейские, у да. него. Да, сын, он не хочет, чтобы сын вот таким вот растяпой вырос. Что он делает? Он возвращается в дом, где когда-то жил, старые такие трущобы. А, миллионер из трущобы? Нет. Не, это другое. Создает определенные условия, как будто они бедная семья. Я видела корейский такой- это фильм. Корейский, да, как он Ну, называется? корейский фильм тоже есть просто. Вот-вот, создает условия, но там везде актеры. То есть бабушкой подставную сделать, как будто она Искусственная бабушка. среда, Да, типа искусственная такая. среда. И ребенок реально растет и думает, что он Нищий. нищий. А на самом деле дома они едят еду, которую, ну, большинство себе не может... А он даже не знает, что это элитная пища. Недоступно, Да, да. В общем, есть такой эпизод. У него по английскому проблема в школе. Нужно поднять самооценку. Они разыгрывают такую ситуацию, что он бежит в школу, у него всегда был определенный маршрут. Из дома до школы. И где-то в середине маршрута он должен был наткнуться на иностранцев, которые говорили бы с ним на английском языке. Все, сделали, в общем, договорились, актеры идут, он бежит, спускается со ступенек, раз попадает на иностранцев. И иностранцы, они сразу говорят, о, what a nice shirt. То есть, и так раз он встал и понять не может. А бабушка за этим следит, условно, вот это. Он говорит, и он говорит, так, вы отошли от сценария, какие вот, значит, быстренько. И так раз эпизод книжка. И там в книжке такой диалог, excuse me, how can I get to the theater? И те такие раз так начинают ему так, excuse me, how can I get to the theater? И ребенок сразу, школа, it is over there. То есть это, они тоже это обсмеют, это везде так. То есть есть не живой язык и живой. Вот. В живом языке, вот в жизни ты не знаешь, как это исходит. А как что-то такое, вот, и все. Да, у него поднялась самооценка, он начал говорить. Ну, это как, я представляю, да, что мы, кто учил по советской системе язык, мы там бьем челом, как бы, и вот так разговариваем. Да. Вот они примерно так, да. Боярин. Примерно так, извините, боярин. Вот такая ситуация. Ну, посмотрите этот фильм, интересный фильм. Вопрос? Вопросов нет. У меня тоже нет вопросов. Ну, тогда завершаем. Саунс. Все самое лучшее. Разумся.